Якутская дворня сегодня снова поразила своей неадекватностью, когда в один голос начала клеймить депутата Иванова. Бывшие соратники показали всем свои предательские рожи. Они, казалось бы, еще вчера вместе с Ивановым ели из одной тарелки, называли его настоящим патриотом Саха-Сире, а сегодня поспешили показать свою лояльность Кремлю и его ставленнику Гауляйтеру Николаеву. Одни публично открестились от Турана, другие открестились от националиста и, по их словам, сепаратиста Иванова. Те же, кто до сегодняшнего дня прятался под личиной либерала и кого на пальцах одной руки пересчитать было можно, явили свету свое трусливое нутро, появившись на телеканале ультраправого фашистского Царьграда. Дескать, я свой, я с вами. Придворные же спикеры наперебой рассказывают страшные истории о предательстве Иванова, о его тайных планах и угрозе стабильности. Мол, если Иванов останется в политике, все рухнет, и государство, и республика. Для разоблачения выходящего за их рабские рамки Иванова они созывают внеочередное срочное пленарное заседание. Их мысль простая. Благополучие республики, оказывается, зависит исключительно от Николаева и его свиты. Все остальное – происки лживой заграницы. Однако все эти собрания и заявления нужны только для одного – внушить Москве, что Николаев незаменим, что именно он является стабилизирующим фактором. И ради этого они не стесняются ни в клевете, ни в подлости. Каждый, кто хоть как-то симпатизировал Иванову, теперь отодвинулся от него подальше. Но ведь вся эта травля видна народу. Видно, как под заказ переворачивают с ног на голову смысл сказанных слов, выдумывают предательство и лепят ярлыки. Я думаю, что такие игры не спасут ни Николаева, ни его двор. Пространство возможностей сужается, и то, что еще вчера было допустимым, сегодня объявляется враждебным. А то, что сегодня является мейнстримом, возможно, уже завтра будет объявлено вне закона. И все их сегодняшние откровенные заискивания перед Николаевым будут грозить им тюремными сроками. Никто не гарантирует Николаеву, что его судьба не повторит судьбу губернатора Пензы Ивана Белозерцева или главы Рязанской области Николая Любимова. Тогда всей дворне придется снова переписывать историю, объясняя, что Николаев никогда не был своим, что его будто бы всегда держали на расстоянии, и никто ему никогда не доверял. Но истину не перепишешь. Народ прекрасно видит, кто ради выгоды готов поливать грязью своего вчерашнего союзника. И однажды за всю эту показуху и предательство придется отвечать.